Здравствуйте, в эфире «Новый день». Сегодня 9 января, четверг. Рождественские каникулы пролетели незаметно быстро. Несмотря на это, настроение еще новогоднее. По данным ВЦИОМ, 80% россиян в эти дни не уезжали из своего города или населенного пункта. 10% выбрали туристическую поездку, но лишь 3% из них предпочли отправиться в другую страну. Герой следующего сюжета в каникулы дома явно не скучал. Ему было чем заняться. Предки современных чувашей в доме Леонида Николаева, скорее всего, чувствовали бы себя уютно. Здесь повсюду знаки, символы и обереги древних сувар и булгар. Например, при входе жители и гостей дома встречают столбы, украшенные и знаком рода, и символом солнца, и изображением доброго духа. Наши предки верили, что существует или живет дух, добрый дух Херсут, который оберегает домашний очаг, защищает домашнее тепло, домашний уют. Вот Херсут, вот здесь, в образе женщины она была. Она, бабушка мне, прабабушка даже рассказывала, что она жила за печкой. Вот они вот так верили, что она пряла пряжу. Все это Леонид сделал своими руками. В 90-х он окончил худграф ЧГПУ, а несколько лет назад увлекся историей своего народа. Зовет он себя, кстати, не иначе как сувар. Такую национальность он указал, например, при переписи населения. Изучая историю предков, Леонид выяснил, предметы быта сувары и булгары украшали отнюдь не для того, чтобы глаз радовало. Когда изготовляли какое-нибудь изделие, они в первую очередь думали о философском смысле вот этого предмета. Понятно, утилитарное значение, вот можно было сидеть там, но на каждом изделии, вот если мы рассматриваем, да, там есть обереги, есть знаки солнца, есть знаки Бога. В селе Леонида знают, а к его мнению прислушиваются. Глава поселения, например, часто советуются, когда речь заходит о благоустройстве. Более того, многие краеведы зачастую обращаются к нему за помощью. Работы Арслана Леонида Ивановича частенько используют краеведы, исследователи для публикации печатных изданий. В этих изданиях можно найти значение этих предметов искусства. Они очень помогают нам и нашим детям знать быт и жизнь наших древних предков. Людям интересна история предков, рассказывает мастер. Очень часто заказы на тот или иной предмет быта поступают из-за пределов нашей республики. Так что без дела сидеть времени у Алексея нет. По народному календарю 9 января в деревнях уже начинали думать о лете. Нанимали пастухов, заключали договора, накрывали для них стол. Желаю вам плодотворного дня и хорошего настроения. До свидания.